Я причем помню досконально от открытия игр до закрытия игр, от начала соревнований до финальной игры. Я даже получил небольшую травму колена в самом начале игр. И на архивных записях моей семьи присутствует, как на построении на некоторых игр я отсутствую, потому что мне приводили в порядок колени, и потом я, собственно, участвовал дальше в соревнованиях. Великолепные воспоминания на всю жизнь, которые остаются в памяти, о которых я буду рассказывать своему сыну и своим, может быть, детям и внукам даже. Это очень хорошо, что это не только внутрироссийское соревнование, а международное, и за счет этого люди могут обмениваться разными культурами, знакомиться с детьми из других стран. Это тоже, безусловно, важно, и развитие спорта, оно вообще набирает в нашей стране очень большой прогресс в этом плане, потому что раньше такого не было заметно. Сейчас очень хорошо, что и телеканал появился спортивный, который сможет осветить все это, и внимание юношескому и детскому спорту уделяется намного больше, чем раньше. Спасибо. И как удается совмещать творчество и спорт? Тяжело. Тяжело, но удается. Каждый вторник мы собираемся с ребятами, играем в футбол на Лужниках, и стараемся каждую среду бегать. Там открыли баскетбольный зал, и мы, собственно, бегаем в баскетбол. Периодически на гастролях, если в гостиницах есть спортивные залы, мы с моей командой спускаемся, если выспавшиеся и не голодные.